Приказываю заступить на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения. По местам несения службы разойтись. Вольно. В минувшую пятницу на территории Удмуртии сотрудниками госавтоинспекции были проведены массовые проверки водителей. Среди выявленных грубых правонарушений в области дорожного движения лидирующую позицию заняло управление транспортными средствами в состоянии опьянения. 837 мг на литр, согласны с результатами прибора? Это одно из самых опасных нарушений, так как каждый подобный случай может закончиться трагедией. 1 промилле 928 мг на литр. Не менее опасным правонарушением является управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. В отношении вас будет составлен протокол по части 1 и 12, а именно водительского права, то есть не имеет права управления транспортными средствами. Господин Тим, так как вы не имеете права управления транспортными средствами, я вас отстраняю. Еще одним распространенным нарушением является управление транспортными средствами, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Несмотря на то, что так называемая тонировка может снижать качество видимости и приводить к аварийным ситуациям на дороге, некоторые водители, к сожалению, идут на это сознательно. Покрытие, которое ограничивает обзорность места водителя. Да. Что запрещено таким образом управлять. Про ответственность в курсе? Да, знаю. Про ответственность в курсе какая предусмотрена? Конечно, в курсе. На дорогах республики продолжают выявляться факты нарушения перевозки детей. А ребенку сколько лет? 5. А детское удерживающее устройство где у вас? В магазине? А безопасность ребенка в транспортном средстве? Заплатил вовремя. Граждане восприняли проверки госавтоинспекции с пониманием, осознавая их важность для обеспечения безопасности на дорогах. Цель этого рейда мне ясна, как водителю понятно. Пресечь правонарушение. Я только за. По поводу массовых проверок. Ваше мнение? Это правильно, наверное, я считаю. По поводу проверок, в любом случае нужны, конечно, выявление нарушений. Проверки, направленные на выявление правонарушений, будут продолжены.